Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой новости из жизни Мордовии за февраль 2019 года прокомментирует первый президент Мордовии, а сегодня правозащитник Василий Дмитриевич Гуслянников. Василий Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, вначале об общественных слушаниях, которые прошли сегодня по вопросам осуществления общественного контроля в местах принудительного содержания в 2018 году. Я уже более 20 лет занимаюсь этими вопросами, поскольку в 1996 году мы организовали нашу общественную организацию «Мордовский республиканский правозащитный центр» и ведем контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. К этим местам принудительного содержания относятся исправительные колонии, следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, которые подчиняются Министерству внутренних дел, и некоторые другие структуры. Я одновременно являюсь заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии, которая в нашей стране уже по закону работает 10 лет. И мы ездим по этим местам, смотрим, какие условия содержания, беседуем с отбывающими наказания, принимаемых, какие-то вопросы юридического плана решаем, а в конце года пишем доклад о соблюдении прав человека. Вот сегодня в Общественной палате нашей республики состоялось такое обсуждение вопросов по итогам работы за 2018 год. Были уполномоченные по правам человека Валерий Федорович Левин присутствовал там, председатель общественной наблюдательной комиссии Валерий Викторович присутствовал, Крутов, и другие люди, журналисты и представители прокуратуры, МВД, и мы это целый час обсуждали. Я выступил там с докладом, рассказал о том, что сделала наша общественная организация, потому что мы за год посетили 45 раз вот эти места принудительного содержания, встречались с осужденными, с подозреваемыми. 45 человек приняли и дали им юридические бесплатные консультации. А те, кто освободился из мест лишения свободы и пока не трудоустроился, мы их поддержали материально в виде продуктового набора. Такая у нас возможность была, и таких у нас было 30 человек в 2018 году. Я думаю, вот эта работа, она очень положительная. Работа идет на полном энтузиазме. Общественная наблюдательная комиссия – это неоплачиваемая работа. В нее входят сейчас 12 человек в нашей республике. Ну и мы в меру своих сил решаем те проблемы, которые возникают. Надо ответить, что в местах принудительного содержания положение с каждым годом все улучшается. Уже нет столько жалоб, как раньше было, на то, что притесняют, избивают. Питание улучшилось, работа есть, зарплату платят, пусть не такую большую, как на свободе, но 10 тысяч зарабатывают. Вот буквально сегодня только пришел ко мне один освободившийся, причем условно-досрочно, за хорошее поведение на год раньше срока. Он в 7-й колонии был и рассказывает, мы с ним беседовали долго, меня интересно, все-таки человек, когда освободился, он уже не чувствует за собой ответственности такой за свои слова, что его могут там за это притеснять, наказать. Тут ему нечего сочинять, нечего скрывать. Я его спрашиваю, как в колонии сейчас обстановка? Бьют? Он говорит, нет, не бьют. Как, говорит, с питанием? Ну, уже гораздо лучше. Я говорю, в соответствии с законом 2 яйца в неделю дают. Он говорит, я не считал сколько, но яйца бывают. Ну и так далее. Мы поговорили. Он рассказал о том, что работал закройщиком на производстве, выполнял всегда планы, поэтому у него на руки получалось где-то 7,5 тысяч. Потому что с осужденных высчитают за питание, там, за одежду, определенные деньги, но не более 25% от заработанного. Поэтому условия содержания, я говорю еще раз, с каждым годом все лучше. По этому поводу мы сегодня после заседания круглого стола приняли резолюцию, которая будет опубликована
Вот я ее уже разослал и в средства массовой информации, и в газеты. А сегодня были 3 телерадиокомпании, и поэтому, я думаю, информация пройдет. Но есть еще к чему стремиться, да, если сравнивать условия содержания в европейских странах, то нам есть еще в чем брать пример по улучшению, да, жизни. Я думаю, что да, потому что у меня был опыт, я смотрел, был в таких местах и в Нидерландах, и в Англии, когда еще у нас не было закона. Мы большой группой ездили туда, и правозащитники, и работники ФСИН, походили по тюрьмам, посмотрели. Там такая работа ведется уже более 200 лет, а у нас всего 10 лет. Ну и то это большой скачок. Раньше ведь никто туда не мог попасть, а сейчас общественность вот в виде общественных наблюдательных комиссий, они созданы в каждом регионе. Они следят за соблюдением прав человека. К сожалению, бывают такие инциденты, которые случились в Ярославской колонии летом прошлого года, об этом вся страна узнала. Там попросту издевались над заключенным, избивали его и все это снимали. Сейчас многие эти люди, которые занимались избиением и издевательствами, арестованы, по-моему, 13 человек, идет там следствие, они будут наказаны, потому что этого не должно быть. В любом случае, человек преступник, он получил свой срок, он его должен отбывать в соответствии с законом, а законы все прописаны, как отбывать, за что поощряют, за что наказывают. Там есть так называемый штрафной изолятор, в который выдворяют, если ты нарушаешь, не подчиняешься. Вот. А есть такие, которые пишут нам часто длинные письма с жалобами, а приезжаешь разбираться, они там каждый день нарушители. Конечно, есть такая поговорка известная русская: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И если человек попал туда как осужденный, отбывать свой срок наказания, значит, надо подчиняться тому распорядку, который там есть. Чаще всего жалуются представители, осужденные с Кавказских республик, поскольку народ там гордый, работать не привык, привык командовать, и здесь подчиняться не хотят. Режим нарушают, постель не убирают, на зарядку не ходят, работать не хотят. Их за это наказывают, они возмущаются, пытаются жаловаться везде. Ну что тут жаловаться, если нарушаешь сам? Поэтому я полагаю, что вот те обстоятельства, которые есть в нашей республике, они с каждым годом, обстановка все улучшается. Ну, я прерывать не буду, поговорите. Да, хорошо. Ага. Алло. Да. Я знаю, Гуля, я приду, я пока занят, через час примерно, давай. Я знаю, давай. До свидания. К этой теме мы еще в наших программах вернемся, и я вас задам вам уточняющие вопросы, и у нас еще беседа состоится. Первая новость, которую я прошу вас прокомментировать, заключается вот в чем. Мы февральские новости обсуждаем. 20 февраля на сайте на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому поручается установить в международном аэропорту Саранска воздушно-грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ. Короче, статус международного присвоили нашему аэропортному комплексу. И, Василий Дмитриевич, вот как бы вы вообще оценили качество работы нашего аэропорта, что вы слышали о нем, сами знали по собственному опыту, как он изменился? Пожалуйста. К сожалению, я последнее время не пользовался услугам нашего аэропорта, поскольку в Москву, например, поездом очень удобно. Вечером лег спать, утром уже в Москве. Но мои дети часто летают, тем более, что там есть определенные льготные билеты, получается даже дешевле, чем на поезде. То есть они довольны. А сам я имею богатый опыт использования нашего аэропорта в те еще советские годы. Очень удобно было. Мы летали к моим родственникам в Волгоград 2 часа и там, а если на поезде, то надо сутки добираться. Также я, например, когда был в Чернобыле на
Чернобыльской АЭС после аварии, то в Киев летал тоже быстро. 2 часа был рейс такой, Саранск-Киев. Вот, в Курске тоже, в Курске был у нас рейс, летал на атомную электростанцию, поскольку я работал в НИИ силовой электроники, занимался надежностью преобразователей, которые стояли на атомных станциях. Поэтому приходилось часто летать по стране, и было очень удобно. И в Чернобыль вы тоже по своей профессии ездили, да? Да, я участник ликвидации Чернобыльской аварии, поскольку был закон в 90-м году издан, и все те, кто помогал там устранять неисправности, а мы как раз ездили по поводу восстановления преобразователя электропитания, который питал службу дозиметрического контроля. Вот. И потом присвоили статус чернобыльца. И... Значит, вы тоже, как бы это страшно не звучат... Ликвидатор называется. Да, но вы частично облучен? Нет, последующим я-то был, ну, определенные дозы-то есть, потому что я-то был всего там 1 неделю и не в первые дни. Там вот до сих пор, наверное, еще, да? Ну, с другой стороны, есть люди, которые скрывались в лесах и не эвакуировались, а тогда всех оттуда выгоняли. И ничего, 30 лет живут и до сих пор живут. То есть риск повышается, но не тотально, не для всех. По поводу нашего аэропорта. Да. Создание вот этого пункта и превращение нашего аэропорта в международный, что теперь за границу можно будет. Большое положительное решение. Очень многие ведь сейчас у нас стали туристами, которые летают на отдых и в Израиль, и в Объединенную Арабскую, в Египет, и Турция. в Арабские Эмираты. Вот у меня дочь недавно там была, с удовольствием, говорит, как раз время такое не жарко и не холодно. С удовольствием посмотрела на все то, можно сказать, совершенство, которое построено буквально за последние десятилетия на нефтяные деньги. Поэтому я думаю, что это очень положительно. Другое дело, сколько это будет стоить, каковы затраты. Я как специалист, у меня папа работал экономистом, и поэтому приучил меня ко всему, что надо смотреть и экономическую сторону. Если это дело будет выгодно, то есть дешевле, чем летать, например, в Москву, покупать там визу, проходить там контроль, оттуда лететь, а прям лететь из Саранска, я думаю, это будет хорошо. А на каком предприятии экономистом работал ваш отец? У меня отец работал и на электровыпрямителе, и на опытном заводе главным экономистом. Вторая новость у нас привязана к такому информационному поводу. 4 февраля председатель правительства Мордовии Владимир Федорович Сушков приехал в Самару для того, чтобы посовещаться с министром спорта России Павлом Анатольевичем Колобковым. Там в повестке дня стоял вопрос по реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. В общем, города-организаторы чемпионата реализуют эту концепцию наследия, как поступать с тем имуществом, которое создано для вот этого празднества, и стадион будет передан в собственность республики. Стоимость его создания была, Владимир Ильич Волков говорит, 17 миллиардов. На сайте стадиона написано около 16 миллиардов. Всего за ближайшие годы нам из федерального бюджета выделят 1 304 миллиона. Мы сами должны будем найти 54 миллиона. А когда нам окончательно передадут с 2024 года стадион в собственность республики, мы должны будем ежегодно 300 миллионов рублей в бюджете тратить на это вот спортивный объект. Как вы считаете, правильно ли финансировать из регионального бюджета, когда многие проблемы еще и социальные, инфраструктурные, экономические не решены, на поддержку такого дорогостоящего спорта на будущее? И в целом, как вы считаете, нужно, как сказать, освоить и наследие чемпионата по футболу, который прошел в том числе в нашей республике? Я полагаю, что когда принималось решение о проведении в Саранске этого чемпионата, уже, так сказать, приблизительно было просчитано, сколько это будет стоить и как потом обслуживать. Я думаю, что здесь наше правительство найдет выход из положения. Почему я так говорю? Потому что я был на этом стадионе несколько раз, я смотрел замечательные спортивные сооружения.
Я сам спортсмен, всю жизнь играл в волейбол и с удовольствием присутствовал на этих матчах. Но, с другой стороны, конечно, для Саранска это великовато сооружение. Но оно чем лучше от других сооружений, его не надо практически отапливать, если оно будет законсервировано зимой. А он открытый стадион-то. Но, с другой стороны, подтрибунные помещения, которых там много, можно будет сдать в аренду. Ведь мы жили еще в 90-е годы, когда стадион имени Ленина был большой ярмаркой, и он сам себя окупал. Может быть, и у нас найдутся люди, которые в аренду возьмут эти помещения, откроют там офисы, можно там устроить различные учреждения, там и развлекательного характера. Ну, я думаю, правительство найдет выход, и 300 миллионов в год, я думаю, это выйдет он на самоокупаемость. Надо только грамотно построить и устранить тут всякую коррупцию и воровство. Вы сказали, в одних документах написано, что стадион стоит 17 миллиардов, а в других 16. А я знаю людей, которые до сих пор еще не получили зарплату, которые работали на этом стадионе, потому что там много миллиардов, видно, разворовали. И до сих пор вот эта казанская организация, которая подрядчик, там не рассчиталась с субподрядчиками и с людьми, которые там работали. Давайте скажем, что это ваше мнение для протокола. Конечно, это мое мнение, которое основано на данных публикациях и на тех людях, которые приходили ко мне и жаловались, что им платили минимальную зарплату, обещая потом выплатить большую, и до сих пор ничего не выплачивают. Следующая новость. Она состоит из нескольких фактов, которые я попрошу вас прокомментировать. Значит, осенью 2018 года наша с вами инициативная группа обратилась к региональным властям с пожеланием, чтобы, как и во многих городах России, в Саранске установили памятник жертвам политических репрессий. 11 декабря тоже прошлого года, в конце прошлого года, две заявки было подано во всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след». Две заявки от Мордовии. Одна заявка была на установку в парке отдыха Рузаевки арт-объекта «Печатное слово». Огромная такая раскрытая книга, 150 метров на 100 метров, в честь основоположника книгоиздательства в Рузаевке Николая Струйского. И вторая заявка от Мордовии – это Поволжский центр культур финно-угорских народов. Разместил проект «Сюлгам». Это древнемордовское женское украшение на груди, которое носят. И они предлагают высота 2 метра из металла золотого цвета на площади тысячелетия Саранска поставить этот объект. А всего в этом конкурсе было принято, участвовало 556 проектов из 74 регионов России. 10 февраля, вот уже февральская вовсю новость, столица сообщила, что есть такое сепаратистское движение «Свободный Идель-Урал». Оно за рубежом, иммигранты ее составляют, но новость в том, что ее члены этой организации обратились в ОБСЕ, в отдел по делам национальных меньшинств, даже с требованием, чтобы они надавили на власть Мордовии, чтобы в Саранске установили памятник национальному герою Рзян Инязору Пургазу. Пургазу. И вот видите, сколько у нас разных инициатив по поводу возведения установки в Саранске и в Мордовии памятников, арт-объектов. Как вы, как горожанин, как житель Мордовии, относитесь к появлению и украшению нашей республики и площадей и улиц новыми объектами искусства? Я полагаю, что более квалифицированный ответ на этот вопрос могут дать искусствоведы, которые понимают в этом больше, чем я. Но как житель города Саранска, свое мнение у меня определенное есть. Я за то, чтобы памятников было много и разнообразных. Но что касается там 100 на 150 метров, я не знаю, во-первых, во что это выльется и нужно ли такие памятники. Вот я с удовольствием пешком ходил по Лондону, когда там был с делегацией правозащитников и посещал тюрьмы. У меня выпал день, и я прошел пешком много. На каждой площади, которых там очень много, свой памятник, то ли 17-го, то ли 18-го, то ли 19 века. Я с удовольствием их осматривал.
И замечательные памятники в последнее время появились у нас в Саранске, и на юго-западе, и на спуске. Памятник Пушкину замечательный просто. И памятник Эльзе около музея его. И то, что сделать, например, на площади Тысячелетия, там памятник, ну, приняли решение хорошо. Национальный аспект его надо показать, и он размером там 1,2 метра, это нормально, я думаю, не такие большие расходы. Поэтому пусть будет памятников больше. Что касается памятнику Пургазу, ну что же, у нас уже есть памятник Пугачеву. Одно время он был герой, теперь, оказывается, он был бандит. Приехал в Саранск и невинных людей порешил там несколько десятков. Ну, памятник стоит, и чё ж, каждый будет относиться к нему так, как он считает нужным. Так и по поводу Пургаза. Когда принимали решение о том, что мы вот 1000 лет тут едины с Россией, оказалось, что еще 700 лет назад мы тут воевали с московским государством. Поэтому история, она такая, что с разных сторон надо подходить к ней. Одно время у нас с Германией дружба была, потом война, а сейчас опять они наши лучшие союзники в Европе. История, она меняется. Поэтому пусть деятели культуры решают эти вопросы, они понимают в этих вопросах. Я за то, чтобы памятников было больше, но памятники должны быть красивые. Такие памятники, которые подойдешь вот около музея Эльзи, стоят там памятники, лет 10, наверное, какой-то конкурс здесь проводился, каменотесов. И вот они поставили эти памятники, но ни к селу, ни к городу, я думаю. Поэтому, в конце концов, их история уберет оттуда. Они никакой привлекательности, никакой идейности не несут. А рядом памятник нашему замечательному скульптору Эльзе, замечательный памятник замечательного скульптора Филатова. Поэтому это хорошо. Следующий блок новостей. В январе обрушилась стена двухэтажного здания местной администрации села Пушкино Кадошкинского района. Жители еще в 2012 году обращались, чтобы спасти, пока еще это больших затрат не требовало, кровлю починить. Нет, дождались, и вот часть стены рухнула. 8 февраля из-за обильного снегопада в Рузаевском общежитии крыша рухнула, и обломки деревянных конструкций повредили на чердаке отопительную систему, и кипяток стал заливать верхние этажи. Люди выбежали на улицу, тоже кавардак произошел, и многие люди участвовали в том, чтобы объяснить, успокоить, пообещать и сказать, что больше не повторится такого. 8 января, 17 февраля 2019 года на юго-западе Саранска, недалеко от стоматологической поликлиники номер 1, в доме номер 20 на улице Сиратской, начали выпадать облицовочные кирпичи с верхнего 5-го этажа стены многоквартирного дома. Здание это 69 года. Тоже они обращались, и такой косметический ремонт им делали. Тоже глава администрации Ленинского района говорит, нашел виновного. Тоже пообещал, что больше такого не повторится. 29 января на кирзаводе в доме номер 19А постоянно заливает подвал нечистотами, плесень, вонь. Значит, фундамент разрушается от текущих вод, таявших. В соседнем здании, тоже на кирзаводе, тоже те же проблемы, связанные с разрушением здания из повышенной влажности. 13 февраля телесеть Мордовия сообщила, что высотная новостройка на улице Октябрьская в поселке Елга тоже сверху начинает заливать. И из-за котельной, из-за плохо сделанных стен. Вот как бы вы оценили вот состояние у нас с разрушающимися зданиями в Саранске и в Мордовии? Почему они, по вашему мнению, разрушаются? Как сделать так, чтобы как можно меньше было таких фактов? Полагаю, что это не только в Мордовии, а во всей нашей стране. Нарушение технологий в первую очередь. Вот я в своем доме сам председатель ТСЖ, и я знаю, что это такое и каково. Вот сделал 10 дней назад я заявку, чтобы у нас с козырька над входом
убрали снег. Там метровый слой снега очень тяжелый, может козырек вообще рухнуть. Там сделан он не по технологии, фундамент у него отдельный, и он отъезжает от дома, то есть там щель. Но, к сожалению, до сих пор ничего не сделано. Так же и везде. Что касается вообще системы жилищно-коммунальных хозяйств и их работы, я полагаю, что неправильно 20 лет назад примерно государство взяло курс на то, чтобы все с себя спихнуть, всю ответственность, создали ООО. А потом на жалобы граждан отвечают, ну мы ничего не можем сделать, они уже не муниципальные предприятия, а ООО. А на ООО мы не можем повлиять, вы сами влияете на них рублем. Я считаю, что это неправильно. Основная задача муниципальных властей как раз организовать быт граждан, и в первую очередь, я думаю, надо было не отдавать на откуп частникам никакие жилищно-коммунальные услуги, а оставить это муниципальными предприятиями, которыми можно было смело руководить, устанавливать им разумные цены на те или иные услуги и делать все путем. Вот сейчас, вчера я буквально смотрел передачу по общественному телевидению России, и там эксперты однозначно заявляли, что все расценки жилищно-коммунальных услуг у нас в стране завышены в 2 раза, потому что в эти расценки они включают и свои санатории, и отдых, и базы, там все такое. Артемьев сказал, да? Я сейчас не помню, кто из экспертов, но смысл такой, что на самом деле здесь надо подходить именно с той точки зрения, что власть муниципальная должна нести за это ответственность. Я думаю, настало время назад вернуть их в муниципальные предприятия и руководить ими от и до, чтобы не было такого воровства, как в ГУКах всех наших предприятий, когда миллионы пропали и до сих пор не найдут. У меня знакомый председатель ТСЖ одного дома говорит, у меня на счете был 1 миллион на текущем ремонте, а теперь, значит, передали домоуправлением, и этот 1 миллион я не могу найти. Это неправильно. Поэтому, что касается разрушения, ну, если не нарушать технологию производства, то будет все хорошо. Я был свидетелем того, как лет 50 назад в Пензе строили новый железнодорожный вокзал и ломали старый, дореволюционной постройки. Так там слабовато были. Для того, чтобы сломать его, мало было там бульдозеров и тягачей, и подъемного крана с огромным металлическим шаром, которым ломали стены. То 3 бульдозера еще цеплялась к ним там военная техника для того, чтобы сломать стены. Настолько была постройка крепкая. Так и у нас. Сейчас вроде бы научились делать хороший кирпич, это уже хорошо. Но для того, чтобы влага не проходила в стену, необходимо делать изоляцию. Надо внешней стороной кладки и закрывать это там, чем положено, гудроном или как там, рубероидом и потом металлом листовым. Вот. А у нас бывает так, что 5-е этажи протекают из-за крыши, 1-е этажи нюхают вонь из подвала, когда канализация протекает. И все это от того, о чем я сказал. Когда власть спихнула с себя заботой о жилищно-коммунальном хозяйстве, то привело к тому, что в одном населенном пункте расценки одни, в другом по теплу там в 2 раза выше и так далее. То есть это все бесконтрольно, а это неправильно. И вот следующий наш блок новостей для вашего комментирования, он как бы заключается в том, как жильцы реагируют на то, что они получают от коммунальных компаний. Значит, 11 февраля в администрации Саранска прошло совещание. Руководители районов Саранска отчитывались, как они реагируют, воздействуют на неплательщиков по услугам ЖКХ. Вот, допустим, и вот они говорят, все они подают иски на взыскание задолженности к жильцам, которые не платят. В Ленинском районе 3 людей уже подано на заявление на выселение, чтобы человек в более дешевое
жилье переселился. В Пролетарском районе тоже глава района сообщает, что велась работа по выселению жильца, переселили в меньшее по площади жилье. И другие руководители других районов тоже отчитываются. Потом еще какая мера есть у них? Это красные квитки тем, у кого задолженность превышает какие-то границы, после которых они терпеть уже больше не могут. Им красного цвета уже квитки на оплату ЖКХ выдаются, чтобы нам и соседи видели, и самому жильцу было стыдно. Кроме того, еще способ придумала организация «Энергосбыт Плюс». Она ставит специальные устройства из пластика около приборов учета. Это блокираторы шарового вентиля. И все, горячей воды уже нет в этих квартирах. Но обратная сторона, вот, или вернее, почему в какой-то части люди не платят за ЖКХ, ну, конечно, не только из-за этого, потому что большинство людей все-таки платят. Но есть вот минус, о котором вы уже говорили, со стороны коммунальщиков. Во-первых, рост цен растет, хотя это монополия, по сути. И настолько растет, что даже намного свыше себестоимости, как говорил вот глава Федеральной антимонопольной системы. Вчера очень сильно обсуждалось его высказывание, что вне всяких пределов растут цены. И кроме того, само качество обслуживания тоже желает, как сказать, оставляет желать лучшего, да. И в частности, вот эти ГУКи типа Юго-Западной и Пролетарской, которые банкротятся. И те управляющие компании, которым передадут лицевые счета, которые были в Юго-Западной компании в частности, у них, вот как вы правильно сказали, неправильно, вернее, вы разбираетесь. Там уже все меня. передали, да, все и нормально сейчас работают. Ну вот такая вот у нас столкновение такое. Одни не платят, а другие завышают цены и некачественно оказывают услуги. Как вот мы эту проблему Правильно вы говорите. Во-первых, тут именно две проблемы. Одна в том, что тарифы очень высокие, часто они необоснованные. И второе, то, что граждане наплевательски относятся к своим обязанностям. У меня тоже в доме было несколько человек, которые за капитальный ремонт не платили вообще ни рубля. Но я думаю, тут надо не красной квитанцией на них воздействовать, потому что это только психологический фактор. А я, как юрист, написал, что если в течение 2 месяцев вы не погасите все свои долги, потому что мы не обязаны за вас платить, а мы как раз меняли общедомовой счетчик тепла за счет средств капитального ремонта, потому что без счетчика будешь платить в 2 раза дороже за тепло. А поменять счетчик необходимо там несколько десятков тысяч рублей. А эти десятки тысяч рублей собираются из наших денег, тех, кто платит. И что бы вы думали? Через 3 месяца я пошел, взял новую справку с фонда капитального ремонта, и там уже многие люди погасили те долги, которые были. Потому что я им пригрозил. Я говорю, знаю, как работают наши суды, я сам по судам хожу. Я говорю, против вас мы выдвинем иски, вы оплатите не только все эти долги, но еще и оплатите услуги адвоката, который возьмет немалые деньги. И дело сдвинулось с мертвой точки. Так и здесь. Но, с другой стороны, есть и злоупотребление со стороны коммунальщиков, которые, выбивая долги, нарушают закон. В Гражданском кодексе, который является одним из основополагающих юридических документов в нашей стране, прописано, что электроэнергию не могут отключить даже у любого должника. Но они придумали всякие подзаконные акты там и отключают, чем нарушают закон. Я думаю, что вот это надо прекратить. Вот те, кто меня видит и слышит, обязательно должны знать, что не могут у них даже за долги отключить электроэнергию. Это не значит, что я призываю к тому, чтобы не платить за электроэнергию, а накапливать долги. Платить надо. Ты же в магазин приходишь, хлеб бесплатно не берешь, так и здесь. Экономь на чем-то другом, оплачивай коммунальные услуги.
Если ты считаешь, что коммунальные услуги оказываются тебе некачественные, имеешь право пойти в суд и взыскать за это с них даже и моральный вред. И не платить за те коммунальные услуги, которые оказываются некачественно. Об этом говорит закон о правах потребителей. Поэтому ситуация такова, что те случаи, когда переселяют неплательщиков, накопивших там долги по 200, по 300 тысяч, я это приветствую, это правильно, так и надо. Если человек живет один в трехкомнатной квартире и жалуется, что у него вся пенсия уходит на оплату, так в конце концов поменяй на однокомнатную квартиру с доплатой. На эти деньги будешь на старости счастливо жить, на проценты даже можешь жить. А если у тебя в квартире прописано 5 лоботрясов, которые работать не хотят, а ты за них, пенсионер, платишь, то это ваши проблемы. Выписывай их, и все. Есть такая возможность в соответствии с законом и жилищным кодексом. Те, кто не платят 6 месяцев, можно уже, говорю, лишать жилья, подавать на них в суд и взыскивать в судебном порядке со всех их заработков, доходов, с пенсии и так далее. А если многодетная мать-одиночка? Многодетная мать-одиночка имеет у нас столько льгот, что она вообще не должна платить за коммунальные услуги. Поэтому пусть она оформляет свои льготы. Есть для этого в соцзащите специальные законы, люди, которые помогут это сделать. А с другой стороны, каждый человек должен рассчитывать, естественно. Детей ведь не только ведь родить можно, их надо еще и вырастить и воспитать. К сожалению, в последнее время в нашей стране совершенно проводится антинародная политика в этой области. И те подачки, которые там они дают, вроде бы стимулируют рождаемость разовые. Нет, я думаю, выход здесь один. Необходимо установить всем детям до 14 лет, хотя бы когда паспорт получает, пособие в размере не 100 рублей, которые сейчас платят, и не 200 рублей, которые матери-одиночки получают, а в размере прожиточного минимума. Только так. И никакие другие там ухищрения, стимулы, там разговоры, что мы вот там поможем и все прочее, они не подойдут. Деньги никогда не бывают лишними. А чтобы ребенка воспитать, прожиточный минимум этого недостаточно. Я знаю это, потому что я воспитал 2 своих детей, 3 внуков, которым надо очень много денег для того, чтобы их поставить на ноги. Конец первой части.